Отец Даниил был человеком, который со стороны выглядел очень спешащим. Он быстро ходил, быстро говорил, быстро ел. Я помню, однажды договорился, чтобы он интервью дал, и наставляю его таким мэтровским тоном: только не спеши, ты любишь вот так вот спешить. И мы все это замечали, что он спешит. А когда он умер, мы сидим на поминках. Я говорю, никуда он не спешил. Это мы просто с вами тормознутые все. А он жил нормальной, размеренной христианской жизнью. А мы на несколько там шагов отставали от такого человека. Везде, где он появлялся, он приводил в движение нашу инертность. И дай Бог, чтобы его дело, оно жило и продолжалось. А в Апокалипсисе сказано, что все народы принесут дары в Новый Иерусалим. То есть каждый народ это как семья. Как семья. И каждый христианский народ, он принесет что-то свое, неповторимое. Как в Писании сказано, что рука, ты же не скажешь ноге, ты мне не нужна. И наоборот. Поэтому на самом деле Бог разделил языки с одной целью, чтобы научить нас подлинному единству. И подлинное единство, оно осуществляется как? В семье, в собственном народе, в церкви. И в некотором смысле личность не существует сама по себе. Она существует в семье, в народе. Народ в библейском понимании это язык. По-славянски народ это язык, а язык это и есть народ. А в своей стране, царство, государство, в церкви. Церковь это школа любви, но и семья школа любви. Семья, кстати, первая школа любви. Народ, которому человек принадлежит, это тоже школа любви. И тот человек, который проявляет заботу о своем народе, как апостол Павел, который говорил, что ради сродников воплоти он готов быть отлученным от Христа, только такой мог стать апостолом языков всех народов. А если человек совершенно не заинтересован в спасении своих единокровных, а как он поможет другим? Это все равно, что человек развалил свою семью и создал комитет по поддержанию разваливающихся семей. Поэтому надо каждому проходить свою школу любви. И сказано, кто домом своим не может управлять, как он церковью Божией управит? Если ты не можешь людям объяснить о Христе, например, на татарском языке, и ты сам татарин, а как же ты поедешь китайцев спасать, если тебя татары своих не понимают? Или белорусы, или русские не понимают, а я поеду негра выручать там какого-нибудь, не знаю его языка. Поэтому язык – это некая граница ответственности, очерченная рукой Бога. Вот Бог так сделал. Мы принадлежим к этому народу, к этой культуре, к этой традиции. Этот язык наш язык. Это и поручение от Бога. И когда человек исполняет поручение, насколько возможно, тогда он может заканчивать свой апостолат. Отец